الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله وربي الله. Верующие, мусульмане, если они отклоняются от истинного пути, от пути посланника Аллаха, от пути сподвижников посланника Аллаха, тогда они попадают в плен к своим страстям и желаниям. И эти страсти начинают управлять ими и гонят их, куда им захочется. И вот ты видишь, что этот человек уже не на прямом пути, этот человек уже на пути заблуждения. И этот человек, он слепо идет за кем? Такой человек слепо идет за тем, в ком он видит силу и преобладание. Не за тем, у кого истина, а затем он следует, у кого он видит силу и преобладание. Посмотрите на положение мусульман сегодня. Разве реальность не такова сегодня? Некоторые мусульмане сегодня слепо подражают так называемому сильному Западу. Слепо подражают им во всех вещах недостойных, что касается слов или действий. Не подражают они в науках, не подражают в изобретениях, не подражают в производстве, в промышленности, в чем-то действительно полезном. Нет, они подражают их нравственным качествам, они подражают тому, как они едят, как они пьют, их языку, их обычаям, их жизненному укладу. Так вот, одна из вещей, в которой вот так вот слепо подражают некоторые, это вот эта беда. Это беда, это бедствие, которое называется празднование Нового года. Вот эта вещь, порицаемая, мерзкая вещь, она распространилась среди мусульман. Увлеклись многие мусульмане этим. Уделяют этому огромное внимание, готовятся к этому. Они делают это время Нового года, временем до своих каникул, время отдыха, время празднеств. Почему все это происходит? Ну, конечно, слабый иман. Слабая вера человека, которая, конечно, причина ее прежде всего это слабое его знание о Господе его, о его религии. Слабая вера в сердце, она заставляет следовать вот так вот заблудшим слепо, идти по их пути. Любовь к дунья, любовь к земной жизни. Поэтому, когда они смотрят на вот эту вот блестящую материальную цивилизацию, основанную на материализме, фальшивую цивилизацию Запада, они восхищаются, и они очаровываются ею, завораживаются ее блеском. Еще почему? Конечно, не нужно исключать и такого фактора, как мощная пропаганда, и вот этот вот идеологический натиск, который побуждает к этим заблуждениям. Вот когда приближается эта дата Нового года, видим, как некоторые мусульмане начинают готовиться к этому, как будто это что-то из их религии, из каких-то принципов их религии. Некоторые даже считают вот это празднование Нового года чем-то более важным, чем их собственные мусульманские праздники, чем исторические события, относящиеся к исламу. Посмотрите, даже летоисчисление свое многие стали строить на этом, не на хиджре. Используют не вот это летоисчисление по хиджре, которое установлено сподвижниками пророка, алейхиссалату вассалам. А если бы мусульмане держались бы за летоисчисление по хиджре, то это, конечно же, было бы с причины связи их с их прошлым славным, с их историей, которая полна славы, полна героизма, полна доблести. Почему причина этого? Причина всего этого у рабы Аллаха? А то, что мусульмане поражены сегодня огромным недостатком в знании своей религии. Потому что религиозный багаж очень слабый, поэтому не различают сегодня люди, где халяль, где харам. Что из их религии на самом деле, что привнесено туда, о мусульмане. Аллах субхану ва тааля, задумайтесь. Аллах субхану ва тааля по милости своей наставил нас на сиратуль мустаким, на прямой путь. Что такое это сиратуль мустаким? Сиратуль лазина ан'амта алейхим, путь тех, кого ты облагодетельствовал. Это же путь лучших, избранных, чистейших из его рабов. Это путь пророков, это путь правдивейших, это путь шухада и праведников. Этот исламский шариат, эта религия пришла для того, чтобы нас наставить на этот прямой путь и отвести от пути заблуждения, от пути неверия. Этот шариат, эта религия, она матбуа, а не табиа, то есть ей нужно следовать. Она та, за которой следует, а не та, которая следует за кем-то. Этот шариат за ним следует, а не он следует.
Это религия насиха, а не мансуха. Она упраздняет и аннулирует все предшествующие религии. А не ее что-то может упразднить или аннулировать. И Аллах субхану ва тааля говорит об этом: «Сумма джа'альнака аля шариати миналь амр, фаттаби'ха, ва ла таттаби' ахва аллазина ла я'ламун». Потом мы тебя поставили, о Мухаммад, на религиозный устав, на этот религиозный устав. Следуй за ним. Следуй за этим шариатом и не следуй страстям тех, которые не ведают. И удивительно, мусульманин, который совершает намаз, молится своему Господу, читает суру Аль-Фатиха в каждом ракате. А сура Аль-Фатиха это дуа, это же молитва. Ты просишь там, первая молитва в Коране какая? Первая дуа в Коране: «Ихди нас сират аль-мустаким», «Веди нас прямым путем». И вот мусульманин стоит и говорит: «Ихди нас сират аль-мустаким», «Веди нас по прямому пути, по пути пророка, по пути сподвижников, укрепи меня на этом пути». И в этот же мусульманин вдруг мы смотрим, как он начинает соучаствовать вместе с заблудшими в их празднествах, в их каких-то обычаях и обрядах, источником которых является многобожие, язычество. Источник этих обрядов – многобожие и язычество. Его эти действия, они, во-первых, противоречат аятам суры Аль-Фатихи, которые он читает. Во-вторых, это явное противоречие в его словах и действиях. Что это как не лицемерие? Что это как какое-то нарушение в рассудке человека, в его мышлении? Как ты молишься, постишься, а наступает, когда это время, Новый год, ты вместе с заблудшими радуешься, веселишься. Чему радуешься и чему веселишься? Язычеству? Ширку, многобожию, тому, что ничего общего не имеет с религией пророков, ничего общего не имеет с религией Иисуса, Иса, мир ему, не имеет общего с религией пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна шарра нас зуль ваджхейн, аллази яати хаула би вадж, ва хаула би вадж». Худшие из людей – это двуликие. Те, которые к одним приходят с одним лицом, а к другим приходят с другим лицом. Аллах субхану ва тааля, посмотрите, Он в Коране нас предостерег с вами. Предостерег от чего? Чтобы мы не склонялись к заблудшим, к тем, которые отошли от Его прямого пути. Почему? Чтобы нас не постигло то же, что постигнет их. Аллах субхану ва тааля сказал: «Валя таркану иля лазина заламу, фатамассакумун нар». Не склоняйтесь к беззаконникам, иначе вас коснется адский огонь. «Вама лакум мин дуниллахи мин аулия, сумма ла тунсарун». И не будет для вас покровителей, кроме Аллаха. И не будет вам оказана поддержка. Мусульмане, когда приближается Новый год, мы видим, как люди начинают готовиться. Приобретают подарки, еду, питье. Халяль, харам, они не смотрят на это, как правило. Одежду покупают, игрушки для своих детей. Мы видим, как у магазинов, у дверей магазинов толпятся люди, все ждут, все готовятся, все в этом предновогоднем угаре. А когда начинается теперь эта ночь, вот тут, кто на улицах, кто у себя дома, начинает праздновать, веселиться, бодрствовать, оставляет сон, пьют вино, танцуют, поют, занимаются разными скверными поступками. Вот эти вещи, они сами по себе харам в любое время. А если это еще и совершается как таклид, то есть как уподобление заблудшим, это становится еще более мерзким. О, рабы Аллаха, многие люди, к сожалению, те, которые называют себя мусульманами, мы видим, как они проводят эту ночь в застольях, в поздравлениях друг к другу. Мы видим, как украшают дома разными электрическими огнями, вешают какие-то картинки с поздравлениями, смотрят телевизор или что-то в этом роде. А телевизор, он, конечно, помогает им проводить эту ночь, вот в этих вот увеселениях. Но посмотрите, в каком тумане, мусульманин, в каком тумане ты должен находиться, чтобы не понимать, что для чистого сердца вот эти вещи неприемлемы. А сколько в эту ночь происходит разных бед, разных трагедий, сколько вреда наносится, когда пьяные люди дерутся друг с другом, проливается кровь, посягают на честь людей, повреждают имущество. О, мусульмане, о верующие, вот этот пречистый шариат единобожия, он запретил строго-настрого вот эту вещь. Ученые ислама из всех мазхабов, все мазхабы, они все единодушно дают фетву, что это харам. Отмечать Новый год харам. Почему? Потому что это ташаббу биль куфар. Это уподобление неверующим и заблудшим. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ман ташаббаха бикаум, фахуа минхум». Кто какому-то народу уподобляется, тот из них.
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Наш Господь Всемилостивый говорит нам: не следуйте страстям людей, которые заблудились, и многих ввели в заблуждение и сбились с прямой дороги. Сказал пророк, алейхиссалату вассалам: «Ла таттаби'унна санана ман кана каблакум шибран бишибр, зираан бизира». Вы будете идти по пути тех, которые были до вас, пять за пятью, локоть за локтем. Даже если они войдут в нору варана, и вы туда за ними пойдете. Сподвижники удивились: аль-Яхуда ва Насара, о ком идет речь? О иудеях и христианах? Фаман, а о ком еще, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Поэтому мусульмане, они обязаны отдаляться от вот этих порицаемых вещей. Ни в коем случае не должны отмечать Новый год. Нужно считать этот день, день Нового года, по этому летоисчислению, считать обычным днем. Просто один из дней Аллаха. Не как делают некоторые в этот день, говорят, и надо собираться в мечетях, совершать вместе намазы какие-то дополнительные. Нет, ничего. Это просто обычный день из дней Аллаха. Заблуждение не лечится другим заблуждением, о рабы Аллаха. Нововведение не лечится другим нововведением. И нужно, о рабы Аллаха, побуждать своих детей, побуждать свою семью, побуждать своих соседей, чтобы они отдалялись от этого. Нужно показывать людям, насколько это мерзко, разъяснять им, что это недопустимо и сколько вреда несет это для нравственности, для религии и для нашей с вами жизни. Мусульмане, есть такое слово арабское хорошее, называется имма. Кто это имма? Это приспособленец. Это приспособленец. То есть такой человек, у которого нет своей воли. Тот, который, если люди поступают плохо, и он тоже плохо поступает. Если люди хорошо делают, он хорошо делает. У него нет своей душевной стойкости, он не держится прямого пути, он все время совращается вместе с совращающимися. Кто отвращается, он вместе с ними отвращается. Так вот, от предшественников передано вот это предостережение. «Ля такуну иммаа», не будьте приспособленцами. «Ин ахсана нас ахсанна, ва ин заламу заламна», которые говорят, если люди хорошо поступают, и мы будем хорошо поступать, люди будут беззаконие делать, и мы тоже будем делать беззаконие. «Валякин ваттину анфусакум», но проявляйте душевную стойкость. «Ин ахсана нас ахсину», если люди хорошо поступают, вы вместе с ними хорошо поступаете. «Ва ин асау алла тазлиму», но если они плохо поступают, вы не совершаете беззаконие, вы не совершаете грех. Да? Мы, мусульмане, мы должны быть образцом для всего общества, для немусульман, образцом честности, порядочности, надежности, что от наших рук, из наших языков не изойдет какой-то вред. Мы должны сотрудничать с людьми, да, но сотрудничать в чем? В благом. Помогать окружающим, будь то мусульмане или не мусульмане, в делах угодных Всевышнему Аллаху. Мы должны сеять свет. Мы должны сеять надежность, добро, но мы не должны, не имеем права следовать за людьми в грехах. Мы не должны быть приспособленцами им. О мусульмане! Пророк, алейхиссалату вассалам, указал нам на один важный принцип нашей религии. Многие люди не знают этот принцип. Что это за принцип? Он стремился изо всех сил, чтобы его община, она отличалась от других. Чтобы она отличалась. Поэтому говорил пророк, алейхиссалату вассалам, не уподобляйтесь иудеям, они не очищают свои дворы, вы очищаете ваши дворы. Не уподобляйтесь иудеям, закрашивайте бороды, они не закрашивают, вы закрашиваете, только не закрашивайте черным. Так что иудеи даже сказали в Медине, этот человек во всем хочет нам противоречить, ничего не оставил, в чем бы он нам не противоречил. О рабы Аллаха, итак я подытоживаю, скажу вам, что этот праздник, он запрещен. Это из праздников заблудших. Поэтому мусульмане не должны присутствовать, не должны участвовать в этих празднествах. Участие в этих празднествах – это харам, это запрещено. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране о верующих: «Валлазина ля яшхадуна зур». Верующие – это те, которые не присутствуют при лжи. Дахак, Муджахид, другие муфассиры из числа предшественников сказали, что это не присутствует при лжи. Не участвуют в их празднествах, в празднествах неверующих и заблудших, сказали они. Вы знаете такую вещь, как иджма, единодушие, то есть все ученые этой уммы, они единодушны, что мусульмане не имеют права участвовать в празднествах вот в этих. Более того, не имеют права даже поздравлять с этими праздниками. Это иджма, это единодушие всех мусульман, всех ученых этой уммы из всех 4 мазхабов. Ханафиты, шафииты, маликиты,
Ханбалиты, все ученые единодушно говорят, харам, нельзя. Ханафиты еще более строгие в этом вопросе. Говорят, если поздравляют с этим праздником, по сути поздравляют человека с чем? Поздравляю тебя с ширком, поздравляю тебя с неверием. И говорят они, это уже неверие, поздравлять с неверием кого-то. Мы должны не поздравлять людей с многобожием и грехом, мы должны удерживать людей от этого, если мы искренни к этим людям. Поэтому, о братья в вере, давайте гордиться нашей религией. Аллах, субхану ва тааля, даровал нам эту религию. Это Его религия, религия Всевышнего, религия ислам. Не должны мы участвовать в этих празднествах. Предостерегать должны мы людей от этого, от этой вещи, в отношении которой единодушны все ученые ислама, что праздновать ее и поздравлять с нею это запрещено. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим, аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.